Привет, друзья! С вами Лада, и для начала я вас хочу поблагодарить за вашу обратную связь, за ваши приятные отзывы, слова пожелания к предыдущему видео о плетении кулона из газетных трубочек. Мне очень радостно то, что вам эта идея понравилась, и я буду стараться развивать это дальше. Все мы девочки, все мы любим украшения, а украшения, сделанные своими руками, дорогого стоят. В этом видео я предлагаю вашему вниманию другой вариант кулончика из газетных трубочек, и я буду рада, если он вам тоже понравится. И этот кулончик я буду плести из наших любимых газетных или бумажных трубочек. Их я кручу сама здесь на очень тонкую спицу из чистой газетной бумаги. И в этих видео я очень подробно показываю процесс и кручения трубочек, и как я их обрабатывала. Эти трубочки получились у меня тоненькие, я для сравнения поместила рядом трубочку обычную, накрученную на спицу 1,3 мм, и вы видите разницу, то есть практически в 2 раза новые вот эти трубочки тоньше, чем мои обычные трубочки. Ну и давайте же приступим к работе. Как вы заметили, серединка кулончика сплетена довольно необычным способом. Это цветочек, и это имитация сакуры. Цветочек сакуры мы плели с вами на одной из трансляций, а имитацию сакуры мы еще с вами не плели. Но я знаю, что очень много мастер-классов есть в интернете, поэтому здесь никаких загадок не будет. Но я решила кратенько показать все-таки принцип плетения имитации сакуры. Лишним не будет, это точно, тем более, что, может быть, некоторые из вас и не видели плетение имитации сакуры в других видео. Итак, я отложила трубочки, которые я буду использовать для плетения этого цветочка, и сложила их пополам, вот таким образом, как на видео. И сейчас я из этих согнутых трубочек образую вот такой треугольник путем переплетения их. Кстати, в описании под видео я обязательно оставлю ссылку на тот мастер-класс, по которому я плела вот эту имитацию сакуры. Здесь нужно очень внимательно следить за расположением рук, пальцев и самих трубочек. И сейчас я вот эти оставшиеся 3 согнутых трубочки тоже путем переплетения по определенному принципу добавляю в этот треугольник, а потом это все затягиваю. Кстати, а вы знали, что вот эта имитация сакуры взята из макраме? Да, там есть такой узел, он плетется из веревок, из шнуров и выглядит довольно интересно. Да, наш вид творчества очень тесно переплетен с другими видами рукоделия, и, конечно, это очень-очень радует. И сейчас я эту звездочку постепенно затягиваю, очень-очень аккуратно, чтобы эта вся конструкция у нас не развалилась. Кстати, выглядит довольно интересно, эту звездочку даже можно и не затягивать, почему бы и нет, можно и так плести. Внутри останется небольшая дырочка, но мне кажется, это придаст еще больше оригинальности кулончику. Ну, в общем, надо поэкспериментировать, это точно. Все затянула, и вот такой цветочек получился. Здесь у нас образовалось 6 двойных стоек. И сейчас я беру 2 рабочие трубочки, которые соединила вместе, и вот таким образом начинаю плести обычной веревочкой в 2 трубочки. На самом деле дальше все будет очень-очень просто, можно даже и не снимать это все плетение кулончика, но так чисто для развлечения я все-таки покажу этот процесс. Когда я дошла до начала плетения ряда, я делаю переход на следующий ряд, то есть закрываю предыдущий ряд, и рабочие трубочки у меня переходят в плетение следующего ряда. Вот таким вот образом. У меня было видео на эту тему, очень-очень подробно. Здесь я останавливаться не буду с объяснениями. Его можно посмотреть и по ссылке в видео, и по ссылке в описании под видео. И я начинаю плести второй ряд. Вы видите, что первый закрылся достаточно хорошо. И второй ряд идет тоже плавненько.
Ну вот практически кулончик у меня готов. Сейчас я закрываю ряд и я убираю рабочие трубочки. Здесь вы видите у меня начало ряда, и именно до этого момента я дохожу. И вот таким вот образом у меня назад на, получается, внутреннюю сторону убираются рабочие трубочки. Каждую трубочку я обрезаю под наклоном, ну все делаю как обычно, и убираю рядом со стойкой. С загибкой в этом кулончике я не стала мудрить и решила сделать обычную простую загибку. Мне кажется, что будет она очень интересно смотреться, тем более я буду добавлять бусы здесь, и чтобы не было вот такого перегруза в декоре, я решила поступить именно так. Ну, я вот беру каждую стойку, немножечко ее натягиваю и сгибаю вот в этих местах, в месте основания и в месте, где исходит следующая стойка. Обрезаю наискосок эту стойку и прячу вовнутрь прямо в то место, откуда исходит следующая стойка. Основание кулончика получилось, готово, и сейчас я его буду превращать в полноценный кулон. Для этого буду украшать его разными бусинами, которые у меня были на тот момент в наличии. Здесь у меня разноцветные бусины, но мне кажется, что все-таки сюда, в этот кулончик, пошли бы очень хорошо деревянные бусины, но на тот момент у меня их не было, поэтому я выходила из того, что у меня было в наличии. Вообще здесь играет роль только ваша фантазия, не ограничивайте себя во всем. Если вы видите здесь бисер, то дополняйте этот кулончик бисером. Может быть, вы видите элементы макраме, дополняйте элементами макраме. В общем, делайте все то, что ваша душа хочет. Я сейчас показываю именно свой вариант украшения этого кулончика. Вы можете использовать свои варианты. Например, вот здесь я использовала вощеный шнур. И, конечно, на видео этот процесс выглядит немножечко сложно, может быть, кто-то испугается, но на самом деле это все делается достаточно быстро, даже быстрее, чем плетется сам кулончик. В этом кадре вы уже видите, что у меня бусины все нанизаны на короткие обрезки вощеного шнура, и именно эти обрезки я сейчас буду закреплять в основание кулончика. А закреплять я это буду следующим образом. Ну, во-первых, я смотрю, устраивает ли меня длина этого обрезка. Если все устраивает, то сейчас я шилом вот таким вот образом расширяю пространство там, где у меня исходит стойка. Буквально на 1,5 сантиметра в глубину, капаю туда клей. Я использую именно полимерный клей, не ПВА, потому что ПВА он долго будет склеивать именно вот эти детали. И сейчас я вот сюда помещаю вот этот обрезок вощеного шнура, помогая шилом его прямо внутрь, вот таким вот образом. Все довольно просто. За счет клея это все будет прочно держаться и никогда не выпрыгнет. И таким же образом поступаю с остальными подвесками. Если вы хотите, чтобы декор на кулончике был съемным, то тогда нужно продумать обязательно, как этот декор будет крепиться. Потому что клей, конечно, крепит намертво, и отдирать все это дело обратно, ну, не очень хорошая идея. Все-таки я думаю, что какие-нибудь узлы макраме в этом случае выручат, и как-нибудь закрепить эти бусины точно получится. Ну вот, кулончик и готов. Делается и плетется он очень быстро, если не мудрить с декором. Я буду очень рада, если этот кулончик вам понравится. Обязательно ставьте лайки и пишите в комментариях ваше мнение. Нравится вам этот кулончик? Кто еще не плел кулончики, советую. Обязательно сплетите хотя бы один. Вообще, я тут подумала, что это суперская идея именно для нас, плетуней. Этот кулончик будет служить как каким-то опознавательным знаком того, что я плетун. И это звучит гордо, и мы будем друг друга узнавать в толпе, согласны? Также делитесь вашими работами в Инстаграм, отмечайте меня, мне всегда интересно разглядывать ваши творения, они такие красивые, я не перестаю вами восхищаться. Благодарю вас за то, что посмотрели это видео, подписывайтесь на канал, здесь вы найдете вдохновение, я вам желаю легкого плетения, и мы увидимся с вами очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока! Также смотрите другие интересные видео мастер-классы на моем канале и жмите на колокольчик, тогда вы будете в курсе выхода новых видео. Пока-пока!